Бул видеодо балдын сапатын, тагыраагы физика-химиялык көрсөткүчтөрүн жана антибиотиктерди лабораториядан аныктоо тууралуу айтылат. Балдын сапатын кантип жана кандай шарттар текшерилерин төмөндөн көрүңүздөр. Наша лаборатория, Центр ветеринарной диагностики и экспертизы, занимается исследованием меда. Доставка меда у нас проводится и отбором проб инспекторами, ветеринарными инспекторами районов. Занимаются они отборами проб, и затем уже с доставкой, с направлением и с актом отбора проб доставляются пробы в нашу лабораторию. Мы здесь, регистрация проводится меда. Подай, пожалуйста, мед. Каждому меду дается свой номер регистрационный. И затем уже по этому номеру идут дальше регистрация и исследования меда. Здесь не указывается ни фамилия, Ничего здесь мы не знаем. У нас есть журнал регистрации, дается номер и все. И затем уже распределяется, на куда это исследование, на какие исследования идет. У нас исследования меда, есть такие исследования, как физико-химические показатели. Это свободная кислотность, влажность, диастазное число и оксиметилфарфурол в меде. Вот здесь, вот именно в этой комнате это проводится физхимия этого меда. Также, в общем, я скажу, что также у нас делаются тяжелые металлы в меде, также делаются пестициды в меде. И делается наличие антибиотиков в меде. Вот то, что мы исследуем мед. Здесь вот у нас в этом определяется, значит, физхимия. Вот сейчас будут девочки делать мед, поступивший, регистрированный, диастазное число, влажность, это на рефрактометре, кислотность и оксиметилфарфурол. У нас в меде влажность, например, ПДК не должно превышать 20. Также в нашем кыргызском меде диастаза не должна быть меньше 7. Это тоже предел по ГОСТу 197-92 17 года, обновленный ГОСТ. Там все эти показатели, которые должны соответствовать наш мед, это межгосударственный ГОСТ, мед должен соответствовать этим показателям. Дальше, что здесь еще? Кислотность. Кислотность меда не должна превышать 40. Если кислотность выше, риск того, что мед уже начал бродить, или вероятность, что он при хранении его при высокой температуре, там выше 20-18, он забродит. Также на это качество брожения, чтобы хранить мед при 18 градусах, влияет влажность меда. Влажность меда – это тоже такой критерий, который должны все пчеловоды соблюдать. Если соберешь раньше мед, сделаешь откачку, он будет незрелый и он будет влажный. И там уже риск брожения возрастает, потому что это уже как бы незрелый мед называется, это уже никуда его, только, я не знаю, куда там можно его использовать. И он быстро забродит. Вот в чем смысл. Не должен превышать 20. Также вот про диастазу я сказала, не меньше 7. Но бывает, что диастаза меньше 7, это если чисто экспорцетовский мед. Если мед не смешанный там с другими цветами, соцветиями, только на экспорцете, так не может быть. Все равно где-то пчелки летают везде, не только на экспорцете будут сидеть. Может быть чуть меньше, 6,5, там, например, 6. Но это ничего страшного, там описание есть, что экспорцет у него диастаза низкая. Балды лабораториядан текшерүүдө заманбап, эл аралык стандартка жооп берген шаймандар колдонулат. Прежде всего, перед нами это аппарат атомно-абсорбционный спектрофотометр японского производства, который предоставила нам любезно Российская Федерация. Данный аппарат, он вычисляет токсичные элементы, тяжелые металлы в мясных продуктах, пищевых продуктах и первичного сырья. Мы определяем токсичные элементы по предельно допустимым концентрациям согласно ТРТС.
не должно превышать предельно допустимые нормы тем ГОСТом, которым мы регламентируемся. Ну, на сегодняшний день мы пока проверяем это мед, молоко, сырое мясо, сырая рыба и яйцо. Это все первичные продукты, которые проходят по ТРТС. Мед тоже делаете, да? Мед. И мед тоже делаем, да. Вот, именно правильно. В частности, эти продукты у нас, мы проверяем это на мышьяк, ртуть, свинец и кадмий. Бізге сырые продукты приходят, мы анализ делаем. У нас несколько методов есть. Из них метод ИФА, иммуноферментный анализ. Мы, кроме меда, мы делаем молоко, мясо, рыба, яйца. Определяем на остаточное количество антибиотиков, который запрещенный препарат по международным стандартам. У нас мы аккредитованная лаборатория по ISO 17025. Мы определяем, у нас запрещенный препарат, мы по международным стандартам, вот это не должен превышать допустимый уровень в каждой пробе, чтобы не увеличился допустимой нормы. Например, в меде хлорамфеникол, это допустимая норма 300 нанограмм на килограмм. У нас много приходят наши частные фирмы, частники есть и частные фирмы, которые хотят экспортировать, они приносят, чтобы мы определили именно антибиотиков в меде, например, хлорамфеникол, это международное название, это по-нашему левомицетин, а также мы определяем в меде тетрациклин. В основном 2 антибиотика определяем. У нас бывают тоже положительные результаты, тоже выходят, и у нас тоже отрицательные бывает, но большинство отрицательные. Уже наши клиенты уже знают, каким образом надо брать пробу. Они тоже лечат, например, пчел. Они тоже принимают антибиотики. Если принимают, они через некоторое время не должны пробу брать. А то вот эти остатки остаются в меде и будет выходить, каждый анализ делаешь, они будут выходить результаты. Тогда принимающая страна, например, они тоже проверяют. Если они обнаружат, тоже очень большие убытки получают наши клиенты, поэтому они уже знали, через нас проходит анализ, потом они уверенно отправляют или экспортируют свою продукцию. Мы делаем заказываем такой тест-набор, из Германии привозят нам, через тендер получаем, и эта стоимость очень дорого, поэтому каждые лунки у нас считанные. И какие-то госмониторинг бывает, мы тоже услуга не оплачивается, госмониторинг. А частные, которые приносят, мы делаем. Вот такие плашки у нас будут. И это полностью на пробу подкатку для анализа меда, да? Вот это хлорамфеникол. На один анализ. На один анализ уходит. Параллельно делается анализ, иммуноферментный анализ. Здесь на одну пробу 2 лунки берем. На 2 лунки, кроме этого, 6 стандартов, это 12 лунок будет, и 1 контрольный, тоже 2 лунка. Получается 16. На одну пробу уходит 16 лунок из этих. А это общее у нас 96.
Стоимость сейчас по последним накладным получается где-то 46-48 тысяч сомов. Одна вот это стоит стоимость, да. Поэтому тоже мы стараемся клиентам их требования тоже удовлетворить, чтобы полноценные, чтобы достоверные результаты были. Мы стараемся каждый раз и даем им результаты. Наши сотрудники более компетентные, нас признают в Европе, наши результаты признают, да, идентично выходит, они отправляют, экспортируют, и идентично выходит, наши результаты совпадают. Поэтому они уверенно могут отправлять после этого, да. Вот так, когда проба приходит, мы сначала до считывания результатов мы делаем пробоподготовку. Мы результаты читаем на иммуноферментном анализе, ридеры, и смотрим, как показывать результаты испытаний. У нас программа на английском языке, и мы получаем такие результаты, которые мы с этого результата оформляем протокол испытаний, и клиент забирает вот это протокол испытаний. Наши результаты признаются. Мы аккредитованная лаборатория на международном уровне. Наши результаты признают в других странах. У нас результаты получаются достоверные. Вы можете обращаться к нам. Урматтуу балчылар, жогорудагы видеодо айтылган шарттарды так аткарсаңыздар, балды чет өлкөгө экспорттоодо тоскоолдуктар жаралбайт.